Привет, друзья! Сегодня пятница, 24 декабря. С вами я, Михаил Саркили, и новый выпуск Nocta Live. Как обычно, по пятницам в это время мы подводим итоги уходящей недели и комментируем наиболее важные события. В этом выпуске лишение депутатской неприкосновенности Илона Шора, Игорь Дадон, почетный председатель партии социалистов и фигурант уголовного дела по энергокому, заключение Венецианской комиссии на поправки в закон о прокуратуре и реакция политических акторов. Гагаузской автономии исполнилось 27 лет. Илона Шора, лидера одноименной партии и беглого депутата парламента, лишили депутатской неприкосновенности. Точнее, Шора 9 раз лишили иммунитета по 9 запросам временно исполняющего обязанности генпрокурора Думитру Робу. На каждое из обвинений в адрес Илона Шора прокурор подал отдельный запрос на снятие депутатской неприкосновенности. Все 9 запросов были удовлетворены в парламенте. Шора обвиняют в мошенничестве, отмывании денег в особо крупных размерах, сокрытии имущества, руководстве преступной группой. Обвинения связаны с кражей миллиарда и концессией аэропорта. За то, чтобы удовлетворить ходатайство прокуратуры и лишить Илона Шора иммунитета, голосовали не только члены правящей партии ПАС, но и депутаты из блока коммунистов и социалистов. Правда, не все запросы получили равное количество голосов. Их поддержали от 88 до 72 депутатов. После снятия депутатской неприкосновенности прокуратура намерена добиваться экстрадиции Шора из Израиля в Молдову и конфискации его имущества в пользу государства. Глава парламентской юридической комиссии Олеся Стамати говорит, что Илон Шор может быть привлечен к ответственности и в Израиле. Может, только условие может быть в случае, если он будет там, что он, может, совершили нарушение, нарушили закон, ответили. Надежда на то, что он будет в тюрьме здесь или в крайнем случае там. Надежда на то, что будет возвращена хотя бы часть украденного миллиарда. Илон Шор записал видеозаявление, где на фоне пения птиц назвал происходящее беспределом и заявил, что это заказ Майи Санду. Заседание парламента он назвал порнографией, а действия прокурора смешными. Смешно. Илон Шор последний раз появлялся на публике в Молдове 12 июня 2019 года, за 2 дня до того, как ДПМ отказалась от власти. Тогда же из страны бежал Влад Плохотнюк и его ближайшее окружение. Шор тогда тоже уехал из страны, правда, незаконно. На тот момент он уже был осужден по делу о краже миллиарда судом первой инстанции и оспаривал это решение в апелляционной палате. Шор уже был лишен депутатской неприкосновенности в августе 2019 года по требованию временно исполняющего обязанности генпрокурора Думитру Робу. С 2019 года молдавские власти знают, что Илон Шор находится в Израиле, будучи гражданином этой страны. Был подан запрос об экстрадиции, который был отклонен властями Израиля. Тогда генеральный прокурор Александр Стояногло, отстраненный от должности в октябре 2021 года, сказал, что Израиль не выдает своих граждан. Однако, намеренно или нет, но Стояногло ошибся, и выдача Шора возможна. По закону, страна, запрашивающая экстрадицию гражданина Израиля, должна предоставить доказательства его вины. Если обвиняемый будет осужден, то он будет отбывать наказание в Израиле. В Израиле или в Молдове будет отбывать наказание Илон Шор, на мой взгляд, не так важно. Главное, чтобы хоть часть украденных денег вернули. А вернет или нет, зависит от молдавской юстиции и дипломатии. Судя по реакции Шора, он не видит угрозы в действиях прокуратуры. Смешно. И его можно понять. Остаться без иммунитета ему не страшно. Да и с молдавскими судами он успел договориться, или как минимум успешно договаривался. Он оспаривает решение суда первой инстанции уже 4 года и за это время стал дважды депутатом парламента. Нахождение Шора в парламенте каждый раз напоминает нам о том, что Молдова цара Минунилор или страна чудес. Обвиняемый в краже миллиарда не сидит в тюрьме, а заседает в парламенте. Как избавить Молдову от этого клейма? Запретить партию Шор? По словам министра юстиции Сержа Литвиненко, такой вопрос обсуждается.
Dacă să ne referim la chestiunea scoaterii. Говоря о проблеме объявления партии ШОР вне закона, это момент, который мы анализируем с большим вниманием, производим глубокий анализ международных стандартов. К моменту, когда мы завершим этот анализ, мы представим мнение общественности. Это непростая проблема. Объявление вне закона одной партии или объявление неконституционности одной партии, да, это партия-рецидивист финансовых нарушений. Вопрос в том, будет ли это в мере, которая приведет к неконституционности этой партии. Этот вопрос был проанализирован мной, моими коллегами, через призму международных стандартов и призму юриспруденции. Требование объявить партию ШОР вне закона уже озвучили молдавские или ранее озвучивали молдавские политики и политические формирования. Весной этого года экс-депутат Октавиан Цику и партия «Платформа Да» подали в Конституционный суд запрос о проверке законности функционирования партии ШОР. Они обвинили партию в незаконном финансировании. Конституционный суд признал запрос неприемлемым. В суде уточнили, что депутаты парламента не входят в круг лиц, которые могут обращаться в Конституционный суд с подобными запросами. Объявление партии ШОР незаконной может создать опасный прецедент в стране, считает глава парламентской юридической комиссии Олеся Стамати. Давайте послушаем ее. Я не считаю, что это адекватное решение, потому что провозглашение неконституционной одной партии в первую очередь должно иметь очень четкую и ясную основу. Партия — это организм, организация, состоящая из членов. Да, некоторые партии больше похожи на СРЛ, чем на настоящие партии. Это известные вещи. Но априори или по меньшей мере юридически, партия — это организация со множеством членов. Это не только председатель, вице-председатели и административный совет. Говоря о действиях лидера или лидеров этой партии, объявление вне закона или провозглашение неконституционной будет воздействовать на всех членов партии, на всю команду. Не думаю, что это будет правильно. Более того, основ для провозглашения партии ШОР неконституционной я не вижу. То, что она финансируется так, как финансируется, из непрозрачных источников, то это должна расследовать прокуратура с точки зрения законного или незаконного финансирования партии ШОР. Также незаконные действия лидера или членов партии должны быть расследованы органами. Не вижу решений. Более того, это создает опасный прецедент для абсолютно любой партии, которая, возможно, будет объявлена вне закона, неконституционной, неким произвольным образом. Появление и существование партии ШОР в таком виде, в котором она есть сейчас, стало возможным только благодаря коррупции. Кража миллиарда произошла из-за слабых и коррумпированных государственных институтов. Авторы этого преступления до сих пор не понесли наказания и не вернули деньги тоже из-за коррумпированных органов. За партию ШОР голосуют люди, которые верят в сказки про то, как Орхей превратится в Монако и ждут чуда, не задумываясь о том, что это чудо строится за их счет и за счет их детей и внуков. Построив устойчивое правовое государство с высоким уровнем жизни для всех, не придется объявлять партию ШОР вне закона. У нее просто не останется сторонников. Возможно, партии ПАС нужно сосредоточиться на этих целях, а не на объявлении партии ШОР вне закона. Бывшего президента Молдовы и почетного председателя партии социалистов Игоря Додона вызвали в Генпрокуратуру для допроса и признания виновным по делу Энергоком. Речь идет о схеме, которая была реализована еще в 2008 году и которую обнаружили журналисты-расследователи Корнелия Казанак и Ион Пряшко. В 2008 году Молдова начала закупать у Украины электроэнергию по цене 4,4 цента США за киловатт, что на 10% дороже, чем ранее. Это вызвало повышение цен на электроэнергию. Причем увеличение цены было сделано в пользу компании, зарегистрированной в Венгрии. Речь идет о компании прокладки «Энергопартнер», за которой, как позже выяснилось, стояли люди из руководства Молдовы и, возможно, Украины. С июня 2008 года в контрактах на поставку электроэнергии неожиданно появилась компания «Энергопартнер». Так, если за энергию, поставляемую Интерэнерго, Молдова платила 4,1 цента, то Энергопартнер 5,3 цента, то есть на 29% больше, чем Интерэнерго. Около 70% энергии, импортируемой из Украины, Энергоком покупал через Интерэнерго, а остальные 30% через компанию «Прокладку». Игорь Додон в 2008 году, занимавший должность министра экономики, вел переговоры и подписал этот контракт. Несколько лет назад он назвал контракт огромным успехом для Молдовы.
В 2008 году был подписан выгодный для Республики Молдова контракт. Я помню, переговоры велись лично мной с тогдашним министром энергетики господином Продан. Он предложил нам достаточно хорошие оптимальные условия. Этот контракт действовал несколько лет, если не ошибаюсь, 2-3 года. Он был выгодным для Республики Молдова. Из-за этой выгодной, по словам Дадона, схемы Молдова потеряла 12 миллионов долларов, а компания «Прокладка» получила прибыль в размере 14,5 миллионов долларов. С чего вдруг Укринтерэнерго отдал 30% рынка компании-посреднику? Почему тогдашний министр экономики Игорь Дадон согласился покупать электричество по завышенной цене у компаний с неоднозначной репутацией? Почему тогдашние руководители Дадона, президент Владимир Воронин и премьер Зинаида Гречаная, ничего не сделали, чтобы привлечь его к ответственности за такие решения? Потому что в этой схеме есть один связующий элемент. Согласно источникам эксперта в энергетике Серджио Тофилат, за этой компанией «Прокладкой» стоит Влад Плохотнюк. Деньги были перечислены на компанию Borg Traders Corp, один из офшоров Плохотнюка. Из первого поступления были куплены швейцарские часы за $50 000. Теперь понятно, почему прокуратура никак не хотела возбуждать уголовное дело. Расследование Корнелии Казанак и господина Пряжка было выпущено в 2008 году, то есть 13 лет назад. Вы только вдумайтесь, 13 лет правоохранительные органы просто-напросто закрывали глаза на многомиллионные хищения и ничего не предпринимали. Не только не предпринимали сами, но и отмахивались от обращений в прокуратуру по этой схеме. Прокуратуру удалось заставить заняться расследованием только через суд. Группа экспертов, изучив журналистское расследование, привели факты и обратились в прокуратуру еще в 2017 году. Чем это закончилось, рассказал Серджио Тофилат. Имея все эти доказательства, 31 октября 2017 года мы с коллегами подали жалобу в прокуратуру. Прокурор Лилиан Бакалым возбудил уголовное преследование 15 ноября и вызвал нас для дачи показаний. Ровно через месяц Бакалым тайно закрыл уголовное преследование, не уведомив нас, якобы почта не смогла найти наши адреса, причем всех 4. Я узнал об этом в прошлом году и обжаловал постановление Бакалыма у вышестоящего прокурора Аурел Чокану, который также мне отказал. Я обратился в суд, чтобы заставить прокуратуру возбудить уголовное дело. Спустя 3,5 года мы наконец добились, чтобы прокуратура завела уголовное дело. В решении суда указано, что 25 мая генеральный прокурор Александр Стояногло поручил аннулировать постановление Бакалыма и возобновить уголовное дело. Вот так у нас работает прокуратура. Ты им приносишь все доказательства, подозреваемый признает свою вину, а после этого ты еще должен подать в суд. Уголовное дело по схеме Энергоком возобновлено с осени этого года, уже после досрочных выборов и с началом изменений в Генеральной прокуратуре. Вместе с Игорем Дадоном на 27 декабря в прокуратуру вызвали Влада Плохотнюка, который находится в бегах. Вряд ли он придет на допрос. А вот Игорь Дадон заявил, что он еще не получил повестки. Дадон сказал, что это дело изучала прокуратура, а он уже и не помнит, что было в 2008 году. Давайте послушаем. Я хочу сказать, что они стараются изо всех сил, если связываются с случаем 13-летней давности 2008 года, который был много раз обсужден, много раз проанализирован, в том числе Генеральной прокуратурой. Там абсолютно ничего нет. В апреле или мае 2018 года меня уже спрашивали и журналисты, что там было, но я уже не помню, что было 13 лет назад. Я был сопредседателем смешанных межправительственных комиссий молдо-украинских, молдо-российских, молдо-румынских, молдо-США, швейцарских, китайских, турецких. В тот период я был ответственен за все двусторонние отношения с важными стратегическими партнерами. Запамятовал человек про 12 миллионов долларов потерь для государства. Бывает. Игорь Дадон, судя по всему, уже приготовил себе место в России. С 18 декабря он стал почетным председателем партии социалистов. Должность председателя партии была упразднена. Руководить самой крупной партией на левом фланге будет коллегиальный орган, исполнительный комитет. Ранее Игорь Дадон отказался от мандата депутата и возглавил Молдо-Российский деловой союз. Почетный председатель партии, особенно в молдавской политике, ассоциируется со скромным уходом или скорым уходом на второй план или вообще на политическую пенсию. Все мы помним судьбу почетного председателя Демпартии Думитру Дьякова, который в свое время
уступил место председателя ДПМ Владу Плохотнюку. Решение перевести Додона в почетные председатели, скорее всего, стало компромиссом после того, как Додон проиграл президентские выборы и его низкий рейтинг потянул вниз всю партию. Досрочные выборы освободили достаточно места на левом фланге. Ушел Ренато Усатый, а вместе с ним и наша партия. А партия социалистов значительно подрастеряла своих сторонников. Их электорат сейчас мечется, и его могут прибрать к рукам осколки от ПСРМ. Ион Чебан, Мариана Дурляштяну, Ион Кику и Ирина Влах, которые активно противопоставляют себя правящей партии. Выживет ли кто-то из этих постдодоновских проектов, пока сложно сказать. На огульной критике действующей власти им далеко не уехать. А вот показать практически нечего. На прошлой неделе вышло заключение Венецианской комиссии относительно изменений в закон о прокуратуре, принятых парламентом 24 августа 2021 года. Изменения были предложены министром юстиции Серджио Литвиненко. Заключение у Венецианской комиссии запросил генпрокурор Александр Стояногло. Свой запрос в Венецианскую комиссию Стояногло направил 23 сентября до отстранения. Поправки в закон о прокуратуре, предложенные в августе 2021 года, содержали следующие элементы. Реорганизацию Высшего совета прокуроров, органа самоуправления прокуратуры. До поправок Высший совет прокуроров имел 15 членов. 4 члена из числа гражданского общества, предложенных президентом, парламентом, правительством и Академией наук. Еще 5 членов избирались из числа действующих прокуроров. Из них 1 из офиса Генеральной прокуратуры, а 4 из офисов специализированных и территориальных прокуратур. В Высший совет прокуроров также входили 6 членов по праву должности. Это генеральный прокурор Республики Молдова, главный прокурор Гагаузии, председатель Высшего совета магистратуры, министр юстиции, председатель Союза адвокатов и омбудсмен. После поправок в Высший совет прокуроров входят 12 членов. Из него были исключены 3 члена, входившие в него по праву должности. Генеральный прокурор Республики Молдова, главный прокурор Гагаузии и председатель Союза адвокатов. Помимо этого, поправки снизили пенсионный возраст для членов Высшего совета прокуроров до 65 лет. Вторая поправка касалась ответственности генпрокурора. Так была введена процедура немедленного отстранения генпрокурора, если в отношении него начинается уголовное преследование. В случае отстранения генпрокурора его должность занимает временно исполняющий обязанности, утвержденный президентом по предложению Высшего совета прокуроров сроком не более 1 года. Следующая поправка касалась возможности проведения раз в год оценки деятельности генерального прокурора, специально созданной для этого оценочной комиссии. Комиссия должна включать 5 членов, из которых 1 предлагается президентом страны, 1 министром юстиции, 1 Высшим советом магистратуры, 1 Высшим советом прокуроров и 1 генеральным прокурором. Негативная оценка деятельности генпрокурора может привести к его отставке Высшим советом прокуроров, которая должна быть утверждена президентом страны. Как вы помните, контекст принятия этих изменений был следующий. Генеральный прокурор Стояногло был назначен на должность в 2019 году в результате конкурса, проведенного специальной отборочной комиссией. Комиссия была сформирована Министерством юстиции, которое тогда возглавляла Олеся Стамати. Тогда страной правила коалиция ПСРМ-АКУМ, правительство возглавляла Майя Санду. Создание этой коалиции, как вы помните, привело к бегству Плохотнюка из страны. Назначение Стояногло на должность генпрокурора стало причиной падения правительства Санду и развала коалиции ПСРМ-АКУМ. Министр юстиции заявляла тогда, что конкурс был подтасован. После этого правительство Майя Санду под собственную ответственность приняло поправки в закон о прокуратуре и включило премьер-министра в процедуру назначения генпрокурора. В связи с этим ПСРМ выдвинул вотум недоверия правительству Санду, которое было отправлено в отставку уже новой коалицией ПСРМ-ДПМ. В 2020 году прошли президентские выборы, где победила Майя Санду. В 2021 году парламент был распущен и прошли новые парламентские выборы, где победу одержала партия ПАС, получившая 63 мандата в парламенте. Политические изменения произошли на фоне ожиданий общества изменений в стране. Прежде всего в области правосудия. Общество выдало новой власти кредит доверия и мандат на осуществление этих изменений. От генерального прокурора в этом контексте были большие ожидания. Однако у новой власти и Генпрокуратуры возникли разногласия в этой части.
В стране стали происходить вещи, которые шли вразрез с ожиданиями общества и обещаниями новой власти. Например, отсутствие прогресса по самым резонансным делам и случаям, потрясшим общество. Речь прежде всего идет о краже миллиарда, незаконном финансировании политических партий, ландромате, коррумпировании политиков и деле о кульке. Люди, в отношении которых имелись веские основания считать их причастными к тем или иным делам, гуляли на свободе, спокойно выезжали за рубеж, чтобы скрыться от правосудия, или продолжали свои дела или свою деятельность, как ни в чем не бывало. На вопросы президента о прогрессе по резонансным делам генпрокурор заявлял о давлении и ущемлении независимости прокуратуры. После того, как стало понятно, что новая власть и генпрокурор по-разному смотрят на одни и те же вещи, были инициированы поправки в закон о прокуратуре, о которых я говорил выше. После внесения поправок уже осенью этого года Высший совет прокуроров отстранил Стояногла от должности в связи с возбуждением против него уголовного дела. Отстранение Стояногла не имеет отношения к оценке его деятельности в должности генпрокурора. Расследование в отношении Стояногла продолжается, а тем временем появилось заключение Венецианской комиссии, которое запросил сам Стояногла. Различные политические игроки отреагировали по-разному на это заключение. Социалисты назвали это заключение красной карточкой, а ПСРМ сказал, что ничего страшного в нем не содержится. Так что же содержит это заключение? Давайте разбираться. Заключение Венецианской комиссии содержит около 24 страниц. Прежде всего, Венецианская комиссия отмечает, что поправки в закон были приняты в сезон отпусков в августе 2021 года. Таким образом, эксперты указывают, что введению этих изменений в закон не предшествовали публичные обсуждения с участием гражданского общества и заинтересованных сторон. Хотя Конституционный суд не определил, что это является фундаментальным, и в данном случае соблюдался процесс разработки и принятия законов, эксперты Венецианской комиссии говорят, что было бы предпочтительнее провести консультацию. Второй момент, на который обращают внимание эксперты и который также можно считать камнем в огород ПАС, это то, что депутаты поменяли состав Высшего совета прокуратуры. Частые изменения создают впечатление, что каждое правительство или каждое парламентское большинство хочет качнуть чашу весов в свою пользу, сказано в заключении. Чтобы уменьшить количество таких прецедентов, Высший совет прокуроров, по мнению экспертов Венецианской комиссии, должен быть закреплен в Конституции или требовать квалифицированного большинства голосов для принятия таких поправок. В-третьих, комиссия заявила, что не должны нарушаться ожидания членов Высшего совета прокуроров относительно выполнения их мандатов. Данное заключение было сделано в контексте изменения состава Высшего совета прокуроров, что кидает еще один камень в огород ПАС в связи с этими поправками. В-четвертых, по мнению комиссии, необходимо пересмотреть процедуру оценки генерального прокурора или его деятельности. В заключении говорится, что в законе должны быть четко прописаны критерии оценки и чем она отличается от дисциплинарной ответственности. По мнению Венецианской комиссии, Высший совет прокуроров может быть уполномочен установить более четкие критерии оценки, но в рамках существующего или соответствующего закона. В то же время, по мнению экспертов Венецианской комиссии, выводы оценочной комиссии не должны иметь обязательный характер. Примечательно то, что эксперты не называют эту процедуру незаконной, просто отмечают, что она должна быть доработана. И пятый вывод Венецианской комиссии, более нейтральный, касается исключения Александра Стояногла из Высшего совета прокуроров. Эксперты отмечают, что это действие соответствует закону, но было бы хорошо, если бы генеральный прокурор имел в составе Высшего совета прокуроров право совещательного голоса без возможности голосовать. Что касается реакции на заключение Венецианской комиссии. На него реагируют по-разному в зависимости от статуса и положения того, кто реагирует и комментирует. Оппозиция всегда в своем нарративе настаивает или намекает на то, что к заключению Венецианской комиссии нужно относиться серьезно и брать за основу. Те, кто у власти, реагируют более сдержанно и обращают внимание на то, что заключение Венецианской комиссии носит рекомендательный характер. Министр юстиции Сержий Литвиненко заявил, что даже если мнение комиссии носит рекомендательный характер, рекомендация престижного Института Совета Европы будет тщательно изучена и принята во внимание при принятии последующих решений. Депутат-социалист Василий Боля был более резок. Правительство получило красную карточку от важной европейской структуры. Они осквернили все, что мы понимаем под словом «реформа», заявил Боля.
Логика поведения оппозиции и партии власти понятна. Партия власти стремится оправдать свое решение и поэтому ищет в заключении Венецианской комиссии положительные моменты. Оппозиция, в свою очередь, пытается подорвать легитимность этих поправок в восприятии общества. И те, и другие делают это, ссылаясь на одно и то же решение, на один и тот же документ. Примечательно то, что как ПАС и социалисты реагировали на заключение Венецианской комиссии, будучи в другой ипостаси. Например, на заключение Венецианской комиссии на изменение избирательной системы в 2017 году. Тогда Сергей Литвиненко так комментировал заключение Венецианской комиссии. Даже если, по мнению Венецианской комиссии, изменение избирательной системы суверенное право Республики Молдова, комиссия не рекомендует изменять ее сейчас, говорил тогда Сергей Литвиненко. Тогда Венецианская комиссия рекомендовала проведение широких консультаций с вовлечением внепарламентских партий, к которым тогда относился и ПАС. В свою очередь, Василий Боля, депутат от ПСРМ, которая в 2017 году хоть и была в оппозиции, но продвигала изменение избирательной системы вместе с Демпартией Плохотнюка, более сдержанно комментировал заключение Венецианской комиссии. Венецианские эксперты оставили судьбу избирательной системы на усмотрение государства, но сформировали ряд юридических и технических рекомендаций, которые парламент должен принять во внимание. Соответственно, это положительные моменты, говорил тогда Василий Боля. Вот так вот все непросто в молдавском парламенте с заключением Венецианской комиссии. Или все очень просто в зависимости от того, кто где находится, во власти или в оппозиции. Друзья, вчера в Гагаузии отмечали очередную годовщину со дня принятия закона об особом правовом статусе Гагаузии и Гагаузии. 23 декабря 1994 года парламент Республики Молдова принял этот закон, чем по сути создал гагаузскую автономию. Спустя 27 лет мне не хочется констатировать то же, что констатируют каждый год про мудрость двух народов, про мужество, смелость и сплоченность гагаузского народа, который добился своей государственности и так далее. Все это, конечно, важно. Но, как говорят гагаузы, что вспоминать вчерашний суп? Хочется жить не только воспоминаниями о былых временах. Не менее важно то, как мы живем сегодня и какие перспективы на будущее. Например, важно понимать, есть ли будущее у гагаузской культуры и гагаузского языка, то, ради чего декларировалась гагаузская автономия. В Гагаузии мы строим демократию и повышаем качество жизни граждан или строим автократию и клептократию. Все это имеет значение для настоящего и будущего автономного образования. Демократия важна, так как такие автономии, как Гагаузия, не могут развиваться вне рамок демократического государства, где не соблюдаются права человека, не работает верховенство права и нет свободных судов. Без этих условий автономные образования превращаются в симулякр, наподобие нерушимого союза советских социалистических республик, созданного из свободных республик. Как оказалось, не такой он и нерушимый, и свободы у советских республик никакой не было. Но при этом и сама автономия должна быть приверженной этим идеалам и делать все, что в ее силах для функционирования демократии и прав человека на своей территории. Ну и не менее важно сохранять свои корни, то, ради чего создавалась автономия. Если исчезнет гагаузский язык и культура, и не будет расти качество жизни, тогда ради чего создавалась автономия? Тогда любой может сказать: подождите, а что происходит? Мы 23% бюджета Гагаузии тратим на содержание бюрократического аппарата автономии ради чего? Именно столько Гагаузия будет тратить на чиновников в будущем году. Это в 2 раза больше рекомендуемых показателей. Клептократия — это вообще не вариант. Кому нужна такая автономия? Я не могу утверждать, что Гагаузия — это клептократия, но я могу с уверенностью сказать, что в Гагаузии для этого есть все условия. Отсутствие подотчетности и нефункциональность местных институтов власти, автономии. Может показаться, что я ударился в философию рассуждения или философские рассуждения, но это не так. Достаточно посмотреть одно из последних мероприятий, организованных исполкомом Гагаузии на этой неделе, и сразу все становится ясно. На этой неделе в среду были организованы публичные слушания по бюджету Гагаузии на будущий год. Я посмотрел это мероприятие и могу сказать, что их можно назвать как угодно, только не публичными слушаниями. Эти так называемые слушания дают нам понимание того, что происходит в Гагаузии сегодня. На слушаниях было более 20 человек. Подавляющее большинство — члены исполкома.
Там были 4 человека, которые задавали вопросы, выступали с предложениями и критическими замечаниями. Они, как вы понимаете, не от исполкома. Остальные выполняли задачу забалтывателей и затыкателей ртов тем, кто выступал с критическими замечаниями и предложениями. Соотношение было примерно 20 против 4. Не совсем понятен формат этого мероприятия. Все члены исполкома, по идее, участвовали в разработке проекта бюджета, голосовали за него на заседании исполкома. Какой был смысл организовывать публичное слушание с теми, кто разрабатывал проект бюджета и за него голосовал? Получается, сами разработали, сами с собой проконсультировались и сами же приняли. Публичное слушание предусмотрены для того, чтобы авторы проектов решений получали предложения общественности по их проектам. Не широкой общественности, а специалистов, экспертов и заинтересованных сторон. Формат публичных слушаний предусмотрен законом о прозрачности принятия решений. Этот формат не предусматривает ответов со стороны тех, кто разрабатывал проекты решений. Они должны просто слушать и фиксировать предложения. Потом собранные предложения должны быть обработаны и проанализированы на предмет того, могут ли они быть реализованы, если да, то как, если нет, то почему. Результат публичных слушаний должен быть внесен в документ под названием «Синтез предложений», чего мы не видели. Вместо этого на любое предложение, вопрос или комментарий члены исполкома отвечают и доказывают, почему нельзя принять и внедрять выдвинутое предложение. Эти все предложения не имеют места быть, но не могут быть обсуждены не сейчас. Мы сейчас зря просто об этом говорим, зря тратим время. И не просто отвечают, а на грани хамства, если не сказать хамят. Достаточно посмотреть, как начальник управления образования отвечает на вопрос депутата Иванчука о программе расширения сферы применения гагаузского языка, которая в этом году сократилась почти в 10 раз, хотя по закону должна была составлять не менее 5,7 миллионов лей. Давайте посмотрим. Я хотел все-таки о законе о спасении гагаузского языка. В законе написано, там, значит, 2% выделения средств из бюджета значит, на эти цели. Это составило бы почти 9 миллионов рублей. Но выделяется всего лишь 794 тысячи. Вы говорите, доноры помогают деньгами. Какая сумма собирается и какая реальная сумма будет расходоваться на эти цели? С учетом донорских помощи и так далее. Вы взяли цифру 9 миллионов. Я беру, как в законе написано, 2%. От собственных доходов. Посчитайте, пожалуйста. От собственных доходов 2% это далеко не 9 миллионов. Ну, значит, я взял от бюджета общего. А нет, извините. Сколько получается? Ну, хорошо. Сколько получается по вашим данным? 2%. Мы наши данные, вы говорите о своих данных. Мы говорим о том, что все мероприятия, все, что запланировано в рамках закона, в рамках программы, будет выполнено. Нам нужен результат. А как это без денег оно будет? Вот так без денег. Ну, тут, конечно, без слов. На чемпионате мира по хамству члены исполкома дали бы фору любому. Что касается гагаузского языка, ради которого, по сути, и создавалась гагаузская автономия. Назвался груздем лес в телегу. Заявили, будем сохранять и развивать гагаузский язык. Надо делать. Ответ, все мероприятия в рамках программы по расширению сферы применения гагаузского языка реализуются, не ответ. За 27 лет не сделали самого главного мероприятия, с чего должны были начать. Повесить таблички с названием улиц, городов и сел на всех 3 языках, как того требует местный закон, который принимал не Кишинев, а сами же гагаузы в Народном собрании в 1998 году. Ну или взять в штат исполкома и Народного собрания переводчиков, чтобы переводили на гагаузский и румынский все решения органов власти Гагаузии. Тоже требование местного закона Гагаузии о функционировании языков. Чтобы все эти задачи реализовать, 70 тысяч не хватит. Ну или если Гагаузия обязалась каждый год тратить 2% от собственных доходов на гагаузский язык, надо исполнять закон. Вам не нравится то, на что этот закон предлагает тратить деньги, предложите другое. Но делайте что-то, чтобы гагаузский язык был слышен и виден. И, конечно, не мешало бы, чтобы руководители гагаузской автономии говорили на гагаузском языке. Хотя бы в своих выступлениях по случаю годовщины гагаузской автономии. В этом году, например, Башкан Гагаузии выступила на русском языке.
А на своей страничке в Фейсбуке опубликовала пост на русском и румынском языках, забыв про гагаузский. Ну и последний, но не менее важный вопрос. Как Гагаузия обеспечивает благосостояние граждан, проживающих в автономии? В этом году исполком предлагает отменить программу «Освещенное село». Программа, которая была направлена на освещение населенных пунктов Гагаузии и была принята Народным собранием до 2027 года. Деньги из этой программы выделялись примариям для ремонта и развития инфраструктуры уличного освещения в населенных пунктах. Аргумент у исполкома следующий. Ассигнования примариям из республиканского бюджета на содержание местных дорог увеличились в 2 раза. В эти средства заложены и расходы по уличному освещению. Окей, из центрального бюджета страны примарии получают больше трансфертов. Прекрасно. Но это же не означает, что в этом случае исполком должен забирать у примарий. Если деньги на освещение высвободились, их можно направить на что-то другое. Разве в селах закончились проблемы? А что насчет канализации, очистных сооружений? Примите новую программу и перенаправьте эти деньги туда. Важно, чтобы они оставались в примариях и работали на местные сообщества. По логике исполкома деньги надо забирать у примарий и направлять их на расширение штата чиновников, чтобы было кому забалтывать и затыкать рты неугодным и тем, кто выступает с критическими замечаниями, как, например, на публичных слушаниях. В этом контексте хочу обратить внимание на пост Ильи Трамбицкого по случаю Дня гагаузской автономии, депутата первого парламента Республики Молдова, голосовавшего за закон об особом правовом статусе Гагаузии. Сегодня, ровно 27 лет назад, парламент Молдовы проголосовал за закон об особом статусе Гагаузии. Это был и остается единственный случай провозглашения автономии на постсоветском пространстве. Решение, несомненно, позитивное, принесшее мир на юг Молдовы. Однако нынешний затянувшийся кризис власти Гагаузии ставит под сомнение целесообразность принятого тогда решения. Гагаузы, очнитесь, написал Илья Трамбицкий. Не могу не согласиться с Ильей Давыдовичем в данном случае. Спустя 27 лет мы наблюдаем глубочайший кризис власти в гагаузской автономии и ее неспособность выполнять свои элементарные задачи. Хочется верить, что гагаузская автономия станет демократичнее и в ней будет больше внимания уделяться гагаузскому языку и местному развитию. Лучше раньше, чем позже, но если не получится раньше, то лучше позже, чем никогда. Ну и напоследок очень коротко мы прокомментируем поведение депутатов на сегодняшнем заседании, оскорблявших и выгонявших журналистов НОКТА из зала заседания. Мы даже не просим аккредитацию, мы вас пускаем в зал и будем пускать, проблем никаких нет. Но, пожалуйста, идите на 2 часа на перерыв, в 14 часов, пожалуйста, приходите. Если к этому моменту мы к чему-то договоримся, мы продолжим заседание. Сейчас объявлен перерыв, поэтому, пожалуйста, не надо переначивать, потому что я понимаю, что вам нужна острая информация, перчика, так скажем, но это излишне. Подождите, хорошо? что значит... Пожалуйста, я не буду комментировать, пожалуйста, до 14 часов. Народное собрание приняло решение. Удалитесь, пожалуйста, в 14 часов приходите. Хорошо? Подождите, что значит вы нас отпускаете? Мы являемся СМИ, мы имеем право находиться на публичных заседаниях в любой момент, когда оно происходит. Если вы не назначили дату нового заседания, мы имеем право здесь находиться, даже если перерыв. А мы имеем право вас проголосовать отсюда? Вас Нет, вы не имеете права. Не будем спорить с так называемой прессой. Давайте дружно встанем, пойдем в другое место и побеседуем спокойно. Почему? Подождите, что значит закрытые заседания? По регламенту заседания являются открытыми. Мы имеем право здесь находиться, вы нарушаете сейчас закон. Вас попросили удалиться, уходите, пожалуйста. И что, Сергею позвонить? Ну я понимаю, что вам это выгодно. Но мы отсюда не выйдем. Но мы не выйдем отсюда. Попросите охрану. Они хотят, чтобы мы вышли отсюда. Нет. На 2 часа. Это не заседание, это перерыв. Но если мы выйдем отсюда из-за них, тогда зачем мы вообще пришли сюда? Кто они такие, скажите? Конечно. Проголосуем на 2 часа. Еще, чтобы они услышали, но сами остаемся говорить. Перерыв происходит для депутатов Народного собрания. СМИ имеют право находиться в зале заседания, пока не будет назначена новая дата заседания. Эта дата... Мы говорим сделать до 2 часов перерыв. Во время перерыва мы имеем право здесь находиться. Перерыв для депутатов, не для СМИ. Это не заседание, это перерыв, и мы имеем право здесь находиться. Это помещение Народного собрания. Это помещение Народного собрания. Вы назначили дату нового заседания? Вы назначили дату нового заседания.
Вы ничего не назначали, вы перерыв. Правильно, вы не назначили дату нового заседания, значит, мы имеем право здесь находиться. Мы взяли перерыв пока. Правильно. Перерыв. Тугодумы в этой ситуации точно не журналисты. Депутатам Народного собрания не мешает изучить закон. По закону заседания Народного собрания являются открытыми абсолютно для всех. Вы не имеете права выгонять из зала ни одного человека. Это не ваша частная лавочка, а публичное учреждение, которое содержим мы из наших налогов. Мы, жители Гагаузии, выдали вам кредит доверия, чтобы вы пользовались публичным имуществом в интересах автономии. Вы собрались сегодня на заседание Народного собрания, которое открыто для всех. Так гласит закон. Вы не закрыли заседание, а продолжили его. При этом вы вынудили прессу покинуть зал заседания. Таким образом, вы нарушили право на доступ к информации, что является поводом для обращения в правоохранительные органы за препятствование журналистам в осуществлении их работы. Журналисты сайта Нокта защищали не только свое право на доступ к информации, как СМИ, но и право всех жителей Гагаузии знать, что происходит в Народном собрании. Эту ситуацию мы разберем подробно в специальном выпуске Нокта Лайв. Редакция Нокта оставляет за собой право обратиться в правоохранительные органы, чтобы призвать к ответственности депутатов, оскорблявших сотрудников СМИ и препятствовавших работе журналистов. Друзья, это все, что мы хотели прокомментировать на этой неделе. Оставайтесь с нами. Увидимся через неделю в новом выпуске Нокта Лайв.